Проявлять активную гражданскую позицию, быть в теме политических событий. В Назранской администрации состоялась встреча Комитета по делам молодежи со студентами СУЗов региона. Цель мероприятия – повысить политическое сознание молодого поколения. На встрече также присутствовали представители регионального отделения партии «Единая Россия». Дана Плиева с подробностями. Нужны новые, трезвые, умные, яркие умы нашей национальной политики. За последнее время в России возросло представительство молодежи в Госдуме, региональных законодательных собраниях, самоуправлении. Но вместе с тем эта цифра невысока. Призывать ребят принимать активное участие в жизни своей страны и региона – вот главная цель встречи, организованная Комитетом по делам молодежи. Мы должны этим заниматься. Когда я говорю о политике, я не имею в виду именно политические партии, дебаты и так далее. Я имею в виду в общем общество, общественную жизнь, изменения, которые происходят в обществе, и возможность на это влиять. То есть, если у меня есть какое-то видение, как сделать лучше, делать это действительно на практике. Вот что я подразумеваю под политикой. Основная причина, почему эта группа общества не интересуется вертикалью власти – неуверенность, что их личное участие может сыграть хоть какое-то значение в изменении политической и общественной ситуации в стране. На своем примере организаторы и гости доказывают обратное. Сегодня в нашей республике есть очень большие возможности для людей, которые хотят попробовать себя в политике. Это и организация, которую я возглавляю, «Молодая гвардия Единой России», в которой мы формируем молодых политиков. Также у нас действует в этом году проект «Политстартап» по выборам в Сунже. У нас 20 мандатов разыгрывается. И любой молодой человек, которому исполнилось 18 лет и до 35 лет, может подать заявку на сайте. После этого сдать документы в местный исполнительный комитет, который находится в городе Сунжа, зарегистрироваться участником предварительного голосования, провести агитационную кампанию, дебаты. И после этого, если он выиграет предварительное голосование, стать депутатом. Коснулись на встрече и значимого события в российском государстве – поправок к Конституции. Как оказалось, среди участников нашлось немало тех, кто интересуется этим. К примеру, 17-летний Ислам Джандыков доволен некоторыми из них. Это и индексация пенсии, это и закрепление минимального размера оплаты труда, то есть заработные платы, официальные заработные платы не будут ниже установленного в Конституции нормы. Также существует 55-я часть 2 статья Конституции, которая говорит, что не могут быть приняты ни поправки, ни законы, умаляющие права граждан, то есть уменьшающие их. В Конституцию вносятся поправки, которые увеличивают права граждан. Чтобы интерес к новым поправкам в основной закон страны, как и у ислама, возник и у других жителей республики, за дело примется Всероссийское общественное движение «Волонтеры Конституции». Оно заработало в регионе всего 1,5 месяца назад и уже насчитывает порядка 100 добровольцев. В ближайшие дни это число дойдет до 300. Для повышения грамотности населения и понимания, что именно и конкретно будет изменено и добавлено в Конституцию, мы проводим разъяснительные информационные работы. У нас есть в республике 20 точек, где мы будем работать, включая большие города Сунжа, Карбулак, Назрань, Магаз, Малгобек. Помимо этого еще и районные точки. То есть на каждом участке будут свои волонтеры, будут раздавать флайеры и проводить разъяснительные беседы с гражданами. Мое мнение лично, что любое явление, которое способствует развитию и улучшению общества, оно должно быть, имеет право быть и должно быть реализовано молодыми специалистами, теми, которые с чувством эмпатии, с чувством гордости, патриотизма будут идти в политику для того, чтобы поменять все к лучшему. Регистрация участников в региональное движение продлится до 16 марта, а 22 апреля, в день всероссийского голосования за поправки, волонтеры Конституции будут работать общественными наблюдателями, который для всех граждан страны объявлен выходным днем. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.